Мы берем из классики то, что 400 лет было придумано назад, и вот оно примерно в таком формате в течение 400 лет существовало, да. И мы подошли к точке, когда что-то нужно из этого оставить и что-то привнести новое, потому что вот такие дети у нас там. Мы с семьей приехали из Таджикистана, потому что это был развал Советского Союза, там начались военные действия. Я маленькая была, мне было 3 года. Я очень хорошо помню момент, как я сижу в подвале, мама прячет нас в подвале, по телевизору Горбачев. И я подсматриваю, вот знаете, в подвалах вот такое окошко, и я смотрю и вижу, как люди с автоматами, и бабушка там на танке приезжает. И то есть вот они проходят, я вижу, что родители волнуются. Со слов родителей, что вырезали русские семьи. Это вот то, что у меня запомнилось. Я, наверное, больше и не помню. Я изначально хотела быть учителем, но потом по совету родителей у меня всегда все было прекрасно с математикой, просто волшебно с ней было. И папа сказал, ну как, это же экономика, бухгалтерия, это твое, девочки, это самый лучший вариант. И я поступила на экономический, я закончила и развивалась, и моя карьера шла именно по этому пути. То есть я начинала продавцом, потом была как бы старшим продавцом, заведующей магазина. И дальше я дошла до Министерства экономического развития. Главным специалистом была в отделе, работала и госпрограмм, то есть я посмотрела, как работает государство. У меня заболевает ребенок, у него происходит кровотечение, и впоследствии мы узнаем, что у него онкологическое заболевание. То есть, соответственно, все, что я делала до этого, все заканчивается, и я понимаю, что у меня новый путь. Начался как раз-таки поиск нового себя, вспоминание чего, а кто я, что я, да, вот как вот быть с ребенком, как вообще свою жизнь обустроить, когда ты понимаешь, что ты уже на классическую работу вернуться не можешь. И вот мой ребенок, на него я смотрю и понимаю, я уже тогда понимала, когда мы из этого все вышли, что он вообще не подходит под стандарты классической школы. Но принять это я сразу не смогла, потому что все-таки стереотипы, они во мне тоже сидят. Первый мой шаг, это, получается, был детский центр, и, соответственно, у меня нет педагогического образования. Я создала детский центр сначала для мамы. Она очень много лет математику преподавала. Появились люди, которые привели своих детей и сказали, нам не важно, какое у вас образование и диплом, мы просто видим, что вам это очень нравится. Мы сейчас находимся в семейной школе «Сияние Севера», где, получается, занимаются ребята, которые находятся на семейной форме обучения. Здесь у нас младшие ребята, самые-самые младшие, вот они активно общаются. Здесь у нас ребята личные вещи хранят. То есть мы стараемся, чтобы вот особенно первоклассники, учебники тяжелое, вот это все не носили с собой. А здесь мы постарались организовать пространство, чтобы на перемене, значит, у нас ребята могли проводить время, например, альтернативно телефоном, да? Могли порисовать тоже вдоволь, потому что чаще всего им это очень нравится делать, что-нибудь пописать в свободное время. Есть зоны отдыха, где можно посидеть, передохнуть, пообщаться. И сегодня мы будем снимать самый крутой ролик. Это вот наша любимая учительница. Вот она будет сегодня что-то рассказывать, да? Вот у нас получается Сергей Николаевич, например, он у нас писатель, в общем, фантаст. По совместительству еще преподает детям географию, окружающий мир, рассказывает им про реальный мир, но и в том числе, наверное, и про фантастический, да? Играешь в доставать
дети у нас точно такие же, как и везде. Они шкодничают, они дерутся, они обзываются, они матерятся, они пытаются прогулять урок, они там пытаются полениться, не сделать домашку. Все по классике, классический вариант. Но нас, наверное, отличает нестандартный подход к реакции на эти ситуации. Ребята в раздевалке побесились, так назовем, налили воды, а в ботинке вода уже как в стакан налилась. Все пошли домой в сырых, получается, носках. И, соответственно, мы стали выяснять, кто это мог быть, как вообще такое произошло. И вот нашли. И человек писал объяснительную и придумал, что он, значит, извинится перед каждым, и еще подарит ему вот конфету. Недавно ребята смотрели фильм «Чучело», да? Соответственно, такая вот ситуация, ну, скажем, очень часто сейчас что-то подобное, к сожалению, происходит с кем-то, и каждый из детей может в такой ситуации оказаться. И мы предвосхищаем уже эту ситуацию, да, и очень много стараемся говорить об эмоциях, да, что испытывал тот человек, что испытывали эти ребята, чтобы они даже вот через тело, да, свое уже как-то начали понимать, чувствовать, как это вот оказаться в той ситуации. Сейчас у ребят киноурок. Сегодня они смотрят, получается, тема у них природа. Заповедники России. Да? Заповедники они сегодня изучают. Ну, это как мы говорили, что у нас ребята вот в пространстве, если им комфортно, могут поменять свое местоположение. Когда мы только это дело все начали, когда я забрала своего ребенка, никто не понимал, у всех ответственность, что как это ребенка забрали, и он непонятно где учится и чему, да? Я их понимаю как чиновников. Мы делали встречи, мы организовывали круглые столы и объясняли чиновникам, что это наше право, и мы не враги своим детям, и мы вот имеем право так их учить. Наши дети сдают обязательно аттестацию, и Министерство образования, Управление образования видит, что все идет хорошо. В нашей школе родители тоже имеют свой голос. Мы учимся, договаривались, и мы договорились то, чему мы будем учить своих детей. Какой нам учитель нужен, какого наставника мы будем искать нашим детям, сколько времени будут они проводить вместе, что они могут делать самостоятельно, какие предметы мы хотим видеть, а что положено по закону, да, и мы не можем исключить. И самое важное, когда у нас одинаковые ценности. А я не жалею ни одного дня потраченного. Я даже не считаю, что он потраченный, я кайфую вот уже от этого.